Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами Михайлова Жанна Михайловна, специалист по работе с детьми клуба «Заволжский», первичной профсоюзной организации Заволжского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Заслуженный работник культуры, мастер народных промыслов Чувашской республики. Село Красноармейское. Бисероплетение – это одно из видов декоративно-прикладного искусства, рукоделия. Созданием украшений и художественных изделий из бисера я занимаюсь более 20 лет. Огромное количество техник бисероплетения – это ткачество с бисером, плетение из проволоки. Кроме простой мозаики существуют такие распространенные техники, как славянка, сетка, кирпичная, монастырская, объемная, параллельное плетение бисера. А сейчас у нас мастер-класс по художественному бисеру, как обшить кабошон бисером. Для плетения используем чешский бисер разных размеров. Также использую мононить, иглу для бисера и, конечно, кабошон, который мы выбрали для плетения. Начинаем плести. Берем иголку, сдетую уже мононить у нас приготовлена, набираем четное количество бисера. Набрали. Добавили еще, если у нас не хватает, да? Нам надо где-то примерно 40 или 46 таких бисеринок. Для моего кабошона мне необходимо такое количество. Набрали. И мы сейчас с вами продолжаем плести крестики. Что мы делаем? Берем иголочку, входим в четвертую бисеринку, входим сверху вниз и протягиваем. Получился у нас крестик. Второй крестик мы плетем, набираем одну бисеринку и входим уже во вторую бисеринку. Также сверху вниз. Получился второй крестик у нас. И таким образом продолжаем до конца. Входим во вторую бисеринку. И делаем такое количество крестиков, чтобы наш кабошон был покрыт вокруг, образовалось колечко. Мы соединяем два конца. Берем одну бусинку и входим в один конец. Вошли и протянули, вошли и протянули. Соединили
одну сторону, набираем еще одну бусинку и соединяем со вторым концом, да, второй бусинки. Выступ второй же есть у нас. Мы зашли. У нас получилось такое кольцо. Вот оно. Завязываем. Много раз делаем узелок. 2-3 раза мы делаем узелок покрепче, чтобы плотно держалось колечко. Лишний конец мы отрезаем, убираем его, а потом прижигаем конец этот. У нас получилось колечко. Одеваем его на него, кабошон прикладываем. Оно у нас хорошо одевается. Теперь работаем дальше. Плетем, уже берем бисер меньше размером, берем и плетем дальше. Набираем одну бусинку и по ступенькам мы идем вверх. Еще набираем следующую бусинку и проходим также. Таким образом мы проходим до конца. Плетение мелким бисером мы закончили. Потянули хорошо, да? Получилось у нас сужение. И этот кабошон у нас хорошо вставится внутрь и затянется. Сейчас мы его попробуем затянуть. Вот, мы затянули. И обратная сторона как бы получилась у нас затянута, закрыта. Каким образом мы его затягиваем, этот край? Делаем такой узелок. Входим, затянули, покрутили вокруг иголочки и протянули мы, сделали узелок. Для того, чтобы зафиксировать нам этот узелок, мы проходим еще в ближайшую, входим бисеринку и опять закрепляемся за мононить, покрутили и зафиксировали мы еще раз узелком. А теперь, чтобы было у нас более плотным край, мы должны пройти по всем, которым сейчас набранным и которые были крупнее бисеринки, по ним надо пройти по кругу. Таким образом мы усиливаем край, уплотняем. Продолжая работу, мы с вами переходим на лицевой край кружка этого. Сейчас у нас с вами получится такой рисунок. В цвете немного мы изменили. Берем мелкий бисер, молочного цвета бисер другой, и третий берем мелкий. И входим в выступающую здесь бисеринку. Вошли. Набираем, еще раз повторяюсь, мелкий бисер другого цвета и опять мелкий. И входим в выступающую бисеринку. Таким образом мы идем до конца кольца. Мы закончили с вами этот край. У нас получились как бы огоньки с краев. Прикладываем этот кабошон, примеряем. Толщина нашего кольца зависит от толщины нашего кабошона. Кабошон, если он у нас и затягиваю при помощи мелкого бисера, у меня колечко сокращается. Вот мы и закончили оплетку нашего кабошона.
А сейчас я хотела бы обратить внимание вот на этот кабошон. Вы свой кабошон можете оформить прекрасными такими листочками. Спасибо за внимание. Творческих вам успехов в бисероплетении.